Здравствуйте! В эфире вашего канала. В это время, как всегда, новости. В студии Манас Аджигитов. Я Диана Казакбаева. И в начале анонс главных событий, произошедших сегодня. Объявился, причем на полях ОБСЕ, дипломаты и депутаты возмущены тем, что международная организация дала выступить Кадырджану Батырову, осужденному на родине, на пожизненный срок. Летальный автонаезд и перевернутая маршрутка. В Бишкеке произошли два жутких ДТП. В одном из них погибла молодая мама. В результате другой аварии пассажирке пришлось ампутировать руку. Не отвечает требованиям пожарной безопасности. Госэкотехинспекция опубликовала список объектов столицы, где нарушены нормы. В перечне указано более 100 домов. Мед, который всегда пойдет. Пчеловоды провели фестиваль на юге страны. Производители меда делились своими секретами, а также планами на расширение рынка сбыта. Репортаж из Каракульчи. Государственный преступник, осужденный на пожизненный срок, рассуждает о демократии и критикует легитимную власть. И все это с трибуны авторитетной международной организации Европы. Неслыханное, казалось бы, явление, но именно так и случилось 20 сентября в столице Польши на конференции Бюро по правам человека ОБСЕ, где признанный виновным в разжигании межнациональной розни в Кыргызстане Кадырджан Батыров делает такие заявления. На совещании принимали участие представители МИДа нашей страны, которые сразу же выразили организаторам недоумение и направили ноту протеста. А уже сегодня в парламенте представители МИДа, Генпрокуратуры и МВД объяснили, почему человеку, виновному в смертях сотен граждан, дали слово и почему его до сих пор не экстрадировали на родину. Далее материал Елены Яковлевой. Сбежал от правосудия, а теперь критикует действующие власти Кыргызстана и их политику. Кадырджан Батыров, осужденный в нашей стране на пожизненный срок за разжигание межнациональной розни, повлекшей сотни смертей в 2010 году, выступил на ежегодном совещании Бюро по правам человека ОБСЕ, которое прошло в Варшаве 20 сентября этого года. Его также возмутило, что соответствующие органы возбудили новое уголовное дело. Следствие выясняет, кто помог ему организовать побег. Я бы хотел обратить ваше внимание на Кыргызстан. Буквально следом слово взяли члены нашего представительства. Алмаш Алтымышева, представитель Департамента международных организаций и безопасности МИД, выразила протест. Почему преступник, обвиненный за разжигание межнацрозни, получил доступ к такой крупной международной арене? Нас возмущает позиция определенных стран и организаций, что уголовный преступник, такой Кадырджан Батыров, свободно передвигается на территории иностранного государства и использует международную площадку в целях разжигания очередного витка межэтнических напряженностей в Кыргызской республике. Настоящий бум гневных комментариев и заявлений последовал уже сегодня в нашей стране от дипломатов, депутатов и простых граждан. Последние даже порывались устроить митинг у офиса ОБСЕ в Бишкеке. Депутаты из Комитета по международным делам собрались на срочное заседание, где одним из первых обсудили вопрос экстрадиции беглеца. В течение 2 лет велась переписка, и переписка велась по дипканалам, и мы получили по линии МИДа информацию о том, что в феврале 2015 года правительство Швеции в лице Министерства юстиции приняли окончательное решение об отказе выдачи Батырова со ссылкой на то, что Верховный суд Швеции нашел основания препятствий выдаче его Кыргызской республике согласно заявленного ходатайства. Нет успехов и у МВД. В розыске по линии Интерпола преступник не числится и не был. Внести его в базу разыскиваемых в организации отказали, сославшись, что это противоречит статье 3 их внутренней конституции. Осуществлять категорически запрещается вмешательство в деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. Это посылается. То, что якобы он преследуется по политическим мотивам. Они не принимают во внимание то, что своими действиями Кадырджан Батыров привел к разжиганию межнациональной вражды, что были особо тяжкие последствия, которые погибли люди. Между тем, речь, озвученная Кадырджаном Батыровым, совершенно не соответствовала заявленной теме обсуждения. Однако, как пояснили в МИДе, Бюро по правам человека ОБСЕ вообще имеет довольно независимый статус. Что правила и процедура проведения совещания БДИПЧ ОБСЕ, особенно конференции по человеческому измерению, не предусматривает так называемых жестких списков участников и выступающих. Любое лицо может заявиться на заседание и за 1 час до начала сессии зарегистрироваться и записаться в список выступающих.
При этом также не регламентируется, что выступающие должны придерживаться тематики и повестки дня конкретной сессии. В этой связи бывший глава внешнеполитического ведомства, а ныне депутат Чугурку-Кенеша Руслан Казакбаев подчеркнул, что и дипломаты, и правоохранители должны работать по всем фронтам, а еще призвал дать правовую оценку нашим гражданам, находившимся за одним столом с госпреступником во время его выступления. Рядом с Кадыржаном Батыровым сидят граждане Кыргызстана. И они улыбаются, усмехаются, соглашаются с позицией Кадыржана Батырова. Я надеюсь, что со стороны правоохранительных органов будет дана соответствующая оценка, когда наши граждане Кыргызстана общаются или, скажем, сотрудничают с государственным преступником Кадыржаном Батыровым. Во время речи Батырова плечом к плечу с ним сидели, например, известные правозащитницы Толикан Исмаилова и Азиза Абдирасулова. Елена Яковлева, Алтынбек Каныбекулу, НТС. Парламентарии поддержали во втором чтении закон о референдуме. Напомним, на Комитете по конституционному законодательству этот документ накануне вызвал жаркие споры. Инициаторы требовали перенести обсуждение на неделю. Об этом они заявили и сегодня. Главный аргумент – не были проведены общественные слушания. Однако противники затягивания вопроса отметили, что вина за нарушение процедур лежит полностью на авторах документа. До сегодняшнего дня заседания депутаты должны были представить свои письменные предложения, и комитет уже должен был их рассмотреть. Вместо этого ряд парламентариев предложили вернуть документ в режим второго чтения, чтобы те, кто не успел, внесли свои замечания. Однако большинство депутатов эту инициативу не одобрило, и документ был поддержан законодателями. Сегодня речь нет о внесении изменений в Конституцию. Сегодня мы принимаем закон о референдуме. И, уважаемые первые инициаторы этого законопроекта, когда они вносили на первое чтение, это было еще до каникула. Она прошла все стадии обсуждения, процедуры, и все внесено на второе чтение. При обсуждении во втором чтении бывшие уважаемые инициаторы, они вышли и ушли с заседания комитета. Они изначально настаивали на том, чтобы отставить этот вопрос на неделю и так далее. Здесь о смыслах, об изменениях в какую-то статью этого закона не было. Почему нельзя было на том комитете сказать, и там бы мы, если нужно было, все это бы рассмотрели бы, и сегодня внесли бы, вот этих споров не было. Газификация новостроек, обеспечение населения Нарынской области аппаратами гемодиализа и контроль качества муки из государственных резервов. Эти и другие вопросы сегодня также обсудили депутаты Чугурку-Кенеша. По регламенту рабочий четверг законодателей начинается с рассмотрения жалоб населения. На этот раз вопросы накопились по большей части социальные. В частности, депутаты озаботились проблемами образования и энергоснабжения. Все подробности в материале Игоря Потанина. Вопросы энергетики стали одними из самых обсуждаемых сегодня в Чугурку-Кенеше. Кроме жалоб населения на затягивание газификации новостроек, немало претензий было озвучено и по поводу тарифов на свет. Сразу несколько депутатов потребовали от правительства объяснить, почему государство перестало заниматься импортом электроэнергии, а тарифы остались прежними. Народные избранники настояли, что Кабинет министров должен пересмотреть для населения стоимость киловаттов или, как минимум, изменить условия тарифных льгот. Мы постоянно говорим о том, что воды в этом году у нас в водохранилище достаточно. На Токтагульском водохранилище полно воды. Также говорили о том, что в этом году воды хватит и импорта из других стран не будет. Какими будут расценки на электроэнергию? Я думаю, правительство должно рассмотреть вопрос снижения цены на киловатты или хотя бы увеличить льготный порог с 700 киловатт до 1000. Подняли депутаты и вопросы продовольственного обеспечения. Народные избранники напомнили, что недавно в СМИ прошла информация об испорченной муке, продаваемой государственным матрезервом. В ряде интернет-изданий были даже опубликованы фотографии, на которых видно, что мука покрыта паутиной. Кроме того, в ней обнаружены черви. Законодатели потребовали, чтобы правительство провело расследование и наказало виновных. Мы знаем, как продается эта мука. Они долгое время сбывают ее по 16 сомов. Глава Госматрезерва Джумабеков не обращает на данную проблему никакого внимания. Мука на рынке стоит 45 сомов. Одному богу известно, как ведомству удается продать такой товар. Ведь на их складе осталось всего 70-80 тонн муки. Нужно выяснить, кто в этом виноват. Руководство должно ответить по закону.
Затронули народные избранники и проблемы здравоохранения. Так парламентарии рассказали о просьбе жителей Нарынской области. На сегодняшний день в регионе нет ни одного аппарата гемодиализа. Из-за этого жители Нарына вынуждены всеми способами подыскивать себе места в других областях. Законодатели призвали правительство обеспечить больницы региона необходимым оборудованием. Жалғыз ғана ушул Нарын областында гемодиализ аппараты жоқ экен. Из-за того, что в Нарынской области нет аппарата гемодиализа, жители Нарына вынуждены ездить по другим регионам, например, в Бишкек. Но здесь их не принимают, потому что у них нет прописки. Им очень обидно. И Сыкуль их тоже не принимает. Установите там аппараты гемодиализа. Это просьба всех жителей Нарынской области. Парламентарии дали поручение правительству и по проверке сектора образования. В частности, депутатов заинтересовало, куда директора столичных школ тратят деньги, полученные в виде вступительных взносов от родителей учащихся. Этот вопрос Кабмину поручено изучить. Все свои замечания законодатели передали премьер-министру через официального представителя. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС. Был ли сговор казахстанских интернет-провайдеров в установлении цены трафика для Кыргызстана? Правительство соседней республики обещает разобраться в этом вопросе. Напомним, провайдеры Казахстана повысили для нас тарифы на интернет в 2-3 раза. При этом причин повышения цен не назвали. Отметим, вскоре часть отечественных операторов, соответственно, подняли тарифы для своих конечных потребителей, а другая часть понизила скорость трафика. В Кабмине, напомним, под председательством премьера по теме было проведено совещание. Рассматривалась возможность получения трафика от китайских провайдеров. Однако, что в итоге решили, неизвестно. На Ларчинском кладбище сегодня состоялось открытие памятника государственному и общественному деятелю, герою Кыргызской республики Турдакуну Усубалиеву. Отметим, он ушел из жизни на 96-м году жизни. Чуть больше года назад, 7 сентября 2015 года, многолетний партийный лидер советского Кыргызстана. У руля республики он стоял практически четверть века, с 1961 по 1985. С его деятельностью было связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей в Бишкеке, построенные Токтагульская ГЭС и ряд других электростанций. Турдакун Усубалиев – один из выдающихся сыновей Кыргызстана, посвятивший свою жизнь служению стране, своему народу. Его жизненный путь, высокие человеческие качества, патриотизм служат хорошим примером для молодого поколения. Происшествием в нашей стране. В Бишкеке вновь совершен автонаезд на пешеходов. Как сообщается, накануне вечером возле юго-западного кладбища столицы джип марки «Инфинити» наехал на 23-летнюю женщину с коляской, в которой находились двое детей. Далее машина, проехав несколько сотен метров, сбила человека на скутере и въехала в автозаправку. После этого водитель, предположительно в нетрезвом состоянии, оставив свой автомобиль, сбежал с места происшествия. Женщину с детьми доставили в больницу. Позже стало известно, что мама малышей погибла. Виновник ДТП объявлен в розыск. Еще одно жуткое ДТП было накануне в Бишкеке. Пассажирский микроавтобус, мчавшийся на большой скорости по улице Шабдан-Батыра, выехал за пределы дороги, опрокинулся на бок, и в таком положении его протащило около полсотни метров. В маршрутке находилось более 10 человек. К счастью, обошлось без погибших, но с различными травмами и увечьями в больницу были доставлены 7 пассажиров. 2 из них попали в реанимацию. Как сегодня сообщили медики, наиболее серьезные повреждения были у девушки, руку которой пришлось ампутировать. Причину ДТП и степень вины водителя, как сообщили в милиции, сейчас определяет следственно-оперативная группа. Отметим, накануне в парламенте депутаты как раз обсуждали возможность ужесточения наказания за нарушение дорожных правил. Как сообщил глава правительства, сейчас разрабатываются поправки в соответствующее законодательство. ДТП произошло около 10 часов вечера. По словам очевидцев, на огромной скорости 138-я маршрутка спускалась по улице Шабдан-Батыра в северном направлении. В это время на автобазу поворачивал пассажирский автобус. Избегая столкновения, водитель маршрутки, перелетев через газон, перевернулся уже на параллельной улочке, чуть не въехав в придорожное кафе. Мы были внутри, на кухне. Вдруг раздался сильный грохот, пыль поднялась. Мы выбежали, думали, дерется кто-то. А тут бусик перевернутый лежит. Мы побежали помогать. Внутри еще одна женщина кричала: «Моя рука, моя рука!» Смотрим, а у нее левую руку просто раздробило. С диагнозом ушиблена разможжена рваная рана руки. С повреждением магистральных сосудов женщина 79-го года рождения была доставлена в отделение реанимации. Во время операции
При ревизии обнаружено полное повреждение артерий, вен и нервов. И во время операции решено ампутировать верхнюю конечность на уровне верхней трети плеча. Произведена операция. На сегодняшний день состояние у него остается тяжелым. Там и кровопотеря, потому что рана просто очень разможенная. Была разможенная. С ушибленными рваными ранами были госпитализированы еще 2 пассажиров. 1 человек с переломом носа был направлен в национальный госпиталь. Еще 6 получили амбулаторное лечение. Маршрутка ехала очень быстро. Молодой парень был за рулем. В какой-то момент он резко повернул, потом ничего не помню. Пришел в себя уже здесь, когда мне уже сделали операцию. Водителя среди госпитализированных не оказалось. По словам пострадавшего, по выздоровлению он намерен требовать от водителя возмещения стоимости лечения. Девушке, потерявшей руку, теперь предстоит психологическая реабилитация. По данным Управления патрульной милиции, за истекшие 8 месяцев в столице было зарегистрировано более 750 ДТП. В них погибло более 70 человек, 9 из которых дети. Более 1000 получили ранения разной степени тяжести. С участием общественного транспорта. Всего было зарегистрировано 69 фактов дорожно-транспортных происшествий против 96 прошлого года. В результате 4 человека погибли и 148 человек получили ранения. Против 3 погибших и 137 получивших ранения прошлого года. В ближайшее время в парламенте планируется рассмотреть новый законопроект о существенном увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Такая мера значительно снизит количество ДТП, считают в Кабмине. Напомним, ужесточение ответственности за нарушение ПДД в последний раз произошло 2 года назад. Тогда штрафы были увеличены в разы, а за некоторые нарушения в десятки раз – от 500 до 20 тысяч сомов в зависимости от тяжести нарушения. Однако существенно на снижение аварийности на дорогах это не повлияло. Булат Исаев, Владимир Кулбалдиев, НТС. Старые огнетушители, неисправные системы пожарной сигнализации и небрежно протянутая проводка. Госэкотехинспекция провела очередную ревизию многоквартирных домов на соблюдение правил противопожарной безопасности. Проверке подверглись порядка сотни многоэтажек, и далеко не все из них, как выяснилось, отвечают установленным нормам безопасности. Всего в результате инспекции было выявлено 180 отклонений от противопожарных требований. Тем ТСЖ, в домах которых инспекторы выявили нарушения, впервые были выданы предписания об их устранении. Отъявленным же нарушителям теперь грозит штраф от 500 до 50 тысяч сомов. Алексей Немашкал об итогах рейда. В этот раз Госэкотехинспекция решила проверить 7- и более этажные дома. Исследовав 100 высоток на соблюдение правил противопожарной безопасности, инспекторы составили так называемый черный список и попали в него 5 десятков из числа ранее проверенных домов. К примеру, вот этот 91-й дом, находящийся по проспекту Мира. Не установлены поэтажная пожарная сигнализация оповещения людей о пожаре. Это раз. Второе, не обрабатываются деревянные конструкции чердачных помещений огнезащитным составом. И в-третьих, не производится лабораторное испытание замер изоляции электросиловой сети. Озвученные замеры, по словам специалиста, должны проводиться хотя бы время от времени. В большей степени это послужит предотвращению опасного возгорания. В противном случае есть вероятность, что произойдет замыкание и, как следствие, пожар. Другое часто встречающееся нарушение во многих многоквартирных домах – отсутствие пожарной сигнализации, в случае чего жители просто могут не успеть вовремя эвакуироваться. Или взять тот же пожарный шланг, например, в доме номер 71 по улице Фатьянова. Он один на все подъезды. Ну нет у нас этих шлангов. Все украли. Людей, которые бы позаботились о них, тоже нет. Всего один есть пожарный шланг, и только в нашем подъезде. И то только потому, что я лично каждый день его охраняю. 5 лет живу здесь. И знаю, что те, кто съезжал с нашего дома, частенько забирали с собой даже эти шланги. Вот и не осталось. Как говорят жители этой этажки, дом был сдан в эксплуатацию 6 лет назад. Еще во время приемки тогда никто не позаботился ни о какой пожарной безопасности, сетуют жильцы. Я не специалист и скажу по-простому. Посмотрите приемку. Когда я переехал сюда в 2008 году, дом каким был, таким и остался. Почему к нам предъявляют претензии, я не понимаю. Наоборот, я сам поставил перед госинспекцией наши претензии. Все сфотографировал и показал. Мне сказали, что примут меры. С тех пор прошло 2 года, но, как видно, ничего так и не предприняли. Этот дом построил Канский ПМК. Все они тут сидели и часами разговаривали.
Поговорили и отправили человека с деньгами. Своими глазами, я это правда не видел. Но у нас есть государственная приемка. В ее составе должны были быть пожарники, архитекторы, газовики. Да, все инспекции должны были присутствовать. На что они смотрели, когда подписывали документ? В противопожарной службе говорят, что вины их здесь нет, так как в 2005 году с госприемки убрали эту службу. Чтобы вернуть их полномочия, предпринимаются попытки ввести изменения в соответствующий закон. Документ недавно был принят депутатами в первом чтении. Товариществу собственников жилья, в чьих домах не соблюдаются нормы противопожарной безопасности, инспекция выдала предписание на устранение выявленных нарушений. Срок в течение 30 дней, а прошло уже 3 месяца. В ТСЖ продолжают ссылаться на элементарную нехватку средств. Алексей Немашкал, Мирим Ташибекова, Самат Далтахунов, НТС. Сегодня Национальному центру охраны материнства и детства исполняется 55 лет. В Бишкеке к этой дате приурочили международную научно-практическую конференцию, на которую съехались более 80 медиков из стран ближнего и дальнего зарубежья. Из Польши, Турции, России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Узбекистана и других государств. Известные специалисты обсудили достижения, проблемы и перспективы сферы охраны материнства и детства. А завтра гости из-за рубежа поделятся своим опытом с отечественными врачами и по итогам встречи примут резолюцию. Во всем мире дети плачут одинаково, то же самое и смеются одинаково. Но когда они смеются и плачут, они с нами общаются, они требуют с нами разговаривать по-своему. Только у них это два вида, да? Или одобрение, или плач. Но нам, здоровым, это взрослым остается их понимать, и их диагностировать у них любые отклонения или заболевания, вовремя диагностировать, оказать соответствующую высококвалифицированную помощь. Сотни тысяч спасенных жизней и возможность навсегда забыть о недугах. Сегодня, еще раз отметим, 55-летний юбилей отмечает Национальный центр охраны материнства и детства. Это крупнейшая клиника страны. В ней работают ведущие специалисты Кыргызстана. Сегодня в центре трудится более 1000 медицинских сотрудников, оказывая помощь матерям и их детям в направлении педиатрии, неонатологии, детской хирургии, акушерства и гинекологии. Национальный центр охраны материнства и детства признан в странах СНГ, Европы, Азии и Америки. Около 100 малышей в месяц проходят через руки врачей отделения патологии новорожденных детей Национального центра охраны материнства и детства. Врачи выхаживают малышей с широкими глазами. В основном с проблемами, с диагнозом внутриутробная инфекция, энцефалопатия, недоношенные, задержка внутриутробного развития, с гемолитической болезнью. Сразу с момента поступления дети полностью обследуются, берутся полностью биохимическое обследование, проходит инструментальное обследование. В среднем курс лечения от 10 дней, в зависимости от нозологии. 31-летний Махаббат Исматилаева перенать маленьких крох не впервой. Этот ребенок у нее уже 3-й по счету, поэтому к пеленкам и распашонкам она уже привыкла. Со своим новорожденным ребенком в отделение патологии женщина поступила накануне. Ее малыш родился раньше срока в Чуйском роддоме 16 сентября. У женщины было высокое давление, поэтому врачам пришлось сделать кесарево сечение. Потом Махаббат и ее малыша перевели в Национальный центр охраны материнства и детства, где квалифицированные специалисты борются за жизнь крохи. Врачи хорошие, оказывают нам своевременную помощь. Утром сдали анализы, ждем результатов. Надеемся, что все будет в порядке, скоро выпишемся. Этот ребенок у меня 3-й, остальные ждут нас дома. В Национальном центре охраны материнства и детства учрежден День недоношенных детей. 17 ноября на встречу с врачами со своими родителями приходят уже подросшие мальчишки и девчонки. Они приносят фотографии на память тем, кто их выходил. Как говорят медики, все они ничем не отличаются от своих сверстников. Вот наш стенд для детей, которые родились недоношенными, поступили к нам в отделение с весом менее килограмма, 800-граммовые дети, с 900-граммовые. Мы их выходили, и обычно мы их через год приглашаем посмотреть на результаты нашего лечения. В Национальном центре охраны материнства и детства оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам со всех регионов страны по направлениям педиатрии, неонатологии, детской хирургии, акушерства и гинекологии. Год посещает более 150 000
детей и женщин. Из них стационарно где-то 21-23. В год наш родильный дом принимает 4,5-4700 родов. Стационар, педиатрическая стационар, около 17 тысяч. Это непростые, как говорится, пациенты. Это самые тяжелые пациенты, которые вот не могут получать лечение в регионах. К концу года в центре собирается внедрить ранний скрининг. Таким образом, с помощью специального оборудования можно будет выявить патологии развития плода на ранних сроках беременности. А это еще больше спасенных жизней и больше простых, но настолько дорогих для докторов слов «спасибо». Анастасия Соболева, Ирлан Кемельбеков, НТС. Какой мед лучше? Иссык-Кульский, Токтагульский или Каракульджинский? Возможность оценить на вкус продукцию пчеловодов, соответственно, прикупить на зиму несколько баночек, на днях представилась посетителям фестиваля меда на юге страны. В рамках фестиваля, естественно, состоялась ярмарка меда, в которой пчеловоды не просто продавали продукцию, но и делились между собой новыми секретами своего производства и обсуждали вопросы экспорта меда. Репортаж с фестиваля Гульджан Алтмышбаевой. Несмотря на относительную отдаленность Каракульджинского района, на этот фестиваль приехали пчеловоды практически со всех областей страны. Большинство, конечно, местные производители, и многие участники прекрасно друг друга знают. На такой случай, где на одной площадке они могут показать свою продукцию, поделиться секретами и новостями пчеловодства, пропустить, говорят, не могли. Раньше мы лечили пчел лекарствами, поэтому в составе нашего кыргызстанского меда комиссия зачастую обнаруживала антибиотики. Последнее время мы начали лечить пчел эндоклюгином. Это не лекарства, а витамины. Теперь качество меда улучшилось. Каждый участник представил продукцию со своего региона. Чистый, качественный мед продавался по цене ниже рыночной, говорят организаторы. В нашей сельской управе более полусотни производителей меда. В основном жители занимаются животноводством. И поскольку мы живем в горной местности, наша природа благоприятна для пчеловодства. Последние годы каждый пчеловод в среднем производит до 4 тонн меда. Соответственно, и положение семей, содержащих пасеки, потихоньку стало улучшаться. Мед из Кыргызстана был признан лучшим среди продукции из 145 стран мира. Качество отличное, но несмотря на это наш мед не удается выводить на экспорт, говорят производители. Для этого не хватает рекламы и организаторских работ. Поэтому для продвижения отечественного меда на внешние рынки и был организован фестиваль. В этом году на фестиваль приехали со всех регионов страны. Целью проекта является продвижение качественной продукции из Кыргызстана на мировые рынки, а также показать проблемы производства, поиск их решений и конечная цель – вывод продукции на экспорт. Фестиваль «Горный мед» в этом году проводится уже второй раз. То, что он проводится в Каракульджинском районе, конечно, не случайно, ведь этот район самый передовой по пчеловодству. Здесь трудятся более 150 производителей, которые имеют потенциал производить до 400 тонн меда в год. Гульджан Алтмышбаева, Бигджан Токтасунов, НТС Ош. Говорят, мед – лекарство от всех болезней, не только от простудных, но и других, например, сердечно-сосудистых и органов пищеварения. А если выбирать между медом и таблетками, конечно же, мед. Всем желаем здоровья. Ну и на этом завершаем наш выпуск. Оставайтесь с нами, чтобы всегда быть в курсе всех важных событий. До свидания.